вечен, покуда будет чтить и помнить своих предков. Народ мой будет жить в благоденствии, покуда будет помнить свое великое прошлое. В давние седые времена жил и процветал на священной земле ГСР народ бурятский. Мой народ жил в мире и согласии с духами гор и степей, рек и озер. По широким равнинам паслись тучные стада овец. В прохладных таежных падях резвились быстроногие скакуны. Над белыми юртами курился синий дым, и звезды вечерней порой вслушивались в хриплое пение старого улигершена. То запах моей древней родины. Элинсин Карбула, Огунги Амарта имени Арат, Нигибулымыты ипте, Алтын Дилхедере, Хитимунхин Заяте, Урд Уинга, Агуиха Ажаведл, Явадл Ноду Яханажи Явасакта, Амитрле жаргал, бойым итлежи япха.
Байкал сколыхнулся, щетиною пики стоят. Ермак Тимофеич проснулся, старинные песни гуляют. Ермак Тимофеич проснулся, старинные песни гуляют. Мациевский генерал, Предводитель всем войскам, и хай-люли, хай-люли, чубарики, чубачики всем войскам, да он бригадный командир, разумен, тахари всем мундиры, хай-люли, хай-люли, чубарики, чубачики весь мундир, да наем сизая, пах-пахает, полеты серебром, и хай-люли, хай-люли, чубарики, чубачики серебро, да чё за паря, чё за бравый, сядет легко на коне, хай-люли, хай-люли, сядет легко на коне, сядет легко на коне, наказать всем на селе, хай-люли, хай-люли, наказать всем на селе, наказать всем на селе, сопли делать хорошо, хай-люли, хай-люли, сопли делать хорошо, возлетала приказ добрый, отдевал, хай-люли, хай-люли, приказ добрый, отдевал, благодарствуйте за службу, ты маны молодца, хай-люли, хай-люли, чубарики, чубачики молодца, веселитесь, ребята, моего войску казаки, хай-люли, хай-люли, моего войску казаки, как поедете, ребята, восстанет за доля, хай-люли, хай-люли, восстанет за доля. Страна сибирская, сурова и величава, по ее великим рекам, сплавляясь сквозь таежные дебри, шли мы, прорубались вглубь неизведанных земель, достигли мы крутых берегов батюшки Енисея, повстречали мы народ неведомый, братский, и срубили мы зимовье на месте в падение Уды в Селенгу в году 1666. После упразднения Дальневосточной Республики 30 мая 1923 года две бурят-монгольские автономные области объединились в единую Бурят-Монгольскую ССР. С первых же дней советской власти началась ликвидация безграмотности. В бурятских самонах работают красные юрты, хатонные и кочевые школы взрослых. В деревнях и улусах начинают открываться первые учреждения культуры, открываются клубы и библиотеки.
Борисkin kuvudut. Husa şadla harul ye. Harul ye.
Октябрь 1940 года. Для республики очень важное и радостное событие. Она представляет в Москве свои достижения в области искусства и литературы. Многие участники декады оказались в этом сказочном мире. И многие из них не верили, что они очутились в столице, в Москве. Это почти несбыточная мечта. Культуру Бурятии представляют трудящимся столицы оперные и драматические спектакли, произведения изобразительного искусства, литературы, достижения песенного творчества и самодеятельного искусства. Бурятия также представлена как многонациональная республика. За 2,5 столетия мирно соседствуют разные народы и культуры. Особо ярко была представлена в декаде культура старообрядчества. За широкой за рекой соловеюшка прелестно пел.
Внимание! Говорит Москва. Заявление советского правительства. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Что ж ты подлое сделала? Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлое сделала? Вместо свадеб, разлуки и дым. Наши девочки платьица белые разорили сестренкам своим. Сапоги, но куда от них денешься? Да зеленые крылья потом. Вы наплюйте на сплетников, девочки, мы сведем с ними счеты потом. Сболтают, что верить вам не во что, что идете войной наука. Знания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад. До свидания, девочки. От глухой лесной опушки и в притирку до реки сбились танки, кухни, пушки, тягачи, грузовики. На просторе ветер резок, входит в душу, дует в грудь. Вот беда! Во всей колонне завалящей нет гармонии. А мороз не встать, не сесть. Снял перчатки, трет ладони, слышит. Вдруг... Гармонь-то есть. У кого гармонь, ребята? Да она-то здесь, браток. Оглянулся виновато на водителя стрелок. Так сыграть бы на дорожку! Эх, сыграть оно не вред! В чем же дело, чья гармошка? Чья была, того, брат, нет. Я сказал тогда водитель, вместо друга своего, командир нашего любителя. Хоронили его. Так, с неловкой улыбкой посмотрел боец вокруг, будто он кого ошибкой нехотя обидел вдруг. Поясняет осторожно, чтоб на том покончить речь. Я считал, сыграть-то можно, думал, что ж не беречь. Так-то, брат. Ну, сыграй! Шут с тобой! Только взял боец двухрядку, сразу видно. Гармонист! Для начала, для порядку, кинул пальцы сверху вниз. И механ припал щекою. Строг и важен, хоть не брит. И про вечер над рекою. Завернул, завел раскрыт.
Из сводки Первого Украинского фронта. 16 августа 1943 года в районе села Васищево Харьковской области беспредельный героизм совершил слесарь Улан-Удэнского паровозо-вагонного завода, гвардии младший лейтенант Сергей Николаевич Орешков. Он повторил подвиг Александра Матросова, своим телом закрыв амбразуру вражеского дзота, обеспечив успешное наступление советских воинов. Сергею Орешкову было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Бурятхову, политрук Шагаланов, фашист болем тыркшыды узын ядыжы, бые зангидат, Гансархана, пулемёдору, бухлип, ротың, доптылғыйы, хандырғаға. Даже раненый, он не покинул поле боя. И один в бою истребил 200 с лишним вражеских солдат. Родина высоко оценила его подвиг и наградила его орденом боевого Красного Знамени. Посмертно. Большим уважением пользовалась отважная бурятская девушка Мария Андреева, военный врач 3-го ранга. Она не раз увлекала в атаку бойцов своим личным примером и своевременно оказывала помощь раненым. За проявленный героизм и отвагу была награждена орденом Красного Знамени. А 10 января в 43-м она погибла на поле боя, оказывая помощь раненому командиру. И забыто, не забыто. Да не время вспоминать, где и кто лежит убитый, и кому еще лежать, и кому траву живому на земле топтать потом. До жены дойти, до дома. Где жена? И где тот дом? Лесуны на пару пара с места кинулись в круг, задышал морозным паром, разогрелся тесный круг. Эх, веселей кружитесь там и на носки не наступать! Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Мы, ниже подписавшиеся, Ехала я из Берлина по дороге прямой, на попутных машинах, ехал с фронта домой, ехала мимо Варшавы, ехала мимо Орлов, там, где русская слава все тропинки прошла. Эй, встречай, с победой поздравляй, чарочку хмельную полнее наливай. За весенние ночи, за родную страну, до такой очи я ходил на войну. Вы цветите пышнее, золотые края, ты целуй горячее, дорогая моя. Эй, встречай, с победой поздравляй, чарочку хмельную полнее наливай. Чарочку хмельную полнее Возвращаются с войны фронтовики. Впереди у страны победителя планов громадье. Нужно поднимать промышленность, сельское хозяйство. А в искусстве наблюдается творческий подъем.
молодые художники проводят выставки своих работ не только в республике, но и в других городах огромной страны. Появляется плеяда бурятских писателей и поэтов. В театрах новые постановки спектаклей талантливых режиссеров и новые имена звезд загораются на небосклоне культуры и искусства, теперь уже Бурятской АССР, переименованной в 1958 году. Адажио из балета «Красавица Ангара» исполняют лауреат государственной премии, народная артистка Советского Союза Лариса Сахьянова и Алексей Павленко.
Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Я там, где ребята толковые, я там, где плакаты вперед, где песни рабочие новые, страна трудовая поет. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Парень взял аккордеон, от души играет, так берет аккордеон, сердце замирает. Пусть плывет с моей степи сквозь густые ветки, будет самым молодым этот вальс навеки. Будет самым молодым этот вальс навеки. Искры пляшут на ветру, бьются над палаткой. Танцплощадка поутру Станет стройплощадкой. пусть плывет с моей степи сквозь густые ветки. Будет самым молодым этот вальс навеки. Будет самым молодым этот вальс навеки. Колышется дождь густой пеленой, стучатся дождинки в окошко твое. Сегодня мечта прошла стороной, а завтра ты встретишь ее. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Олан удыхылжываем. Самбайна кунда танухат. Сагманот 5 час 5 минута Борядемна радио Монодрингадам жолгонутыя ишилба. краю родном. Ты страна моя, цветущая,
одной мелодии чудесней на свете нету ничего. Поверьте, есть в бурятской песне душа народа моего. Ты сторона моя цветущая, и ты любовь моя, Бурятия. Ты сторона моя цветущая, и ты любовь моя, Бурятия. И ты любовь моя, Бурятия. Вы слыхали когда-нибудь о траве голубой, о Яганга? Ее имя, как отзвук старинного медного гонга. У нее суховатые колкие стебли, от нее синеватые наши бурятские степи. Есть обычай такой: обживая жилище свое, скотовод зажигает у входа в жилище ее. И пока он сидит с гостями беседуя, а Яганга курится дымом бессмертия. Дым и горек до слез, дым и сладок до слез. Посмотрите, я вам Яганга принес, по страницам рассыпал я эту траву. В этом запахе то, чем дышу и живу. Если хочешь, мой друг, привезу я с собой много-много пахучей травы голубой.
год, 27 марта. Принят закон Бурятскую Советскую Социалистическую Республику впредь именовать Республика Бурятия. 아고 보랴대 난기구대 알탕 서윤바 또gem내 나늘래 Ағынды дейдің зылығын, ағылы күндір алқына, олын зоны қоймыр, ойқын бұрыл бабы, барқын саян бүрін қан. Боқын ойын, бұрқын бабы, ұндыр бабы, даркеті бабы, шалсаны бұрыл бабы, Батыр хан, Хумын хан, алтын ұндар, мұндырға. Алас қолың көкеде, ағу борят мағалды, ұдер бори көше, үрген борят орамады. Алдарта бурядем алған дере арат бухек амғалаң жарғалды эбак эмара қолымда саян абархан жарғалды менің юмда. Саншыл урим хіргең, золте бурядарады, зуле балжа мұндылығың, санет хамба доржия. Екі кіргуде екенді, Михаил Богданов. Ылбык доржыриншино, сыбен жамсарыно, Базыр Барадин, Михей Ербанов, Цидин Жапс Самтилов, Хабзан Амсараев. Саяман дола, эрким торо кодогне, удер бори коже, урген борят орамане. Анхане ордане тухие одалажа араде саншали амтехын хергенхе. Ағу борят
Впервые в Республике Бурятия реализован проект «Лучшие люди Бурятии». В ходе интернет- и СМС-голосования предстояло выбрать героев истории республики. Это люди, внесшие реальный и признанный вклад в социально-экономический и культурный потенциал нашей республики. Генеральный информационный партнер акции – государственная телерадиокомпания «Бурятия». Жители Таежной, Озерной, Степной приняли самое активное и неравнодушное участие в выборе главных героев истории Республики Бурятия. Было прислано около 1500 купонов. В них рассказывалось о замечательных земляках, политиках, спортсменах, врачах, земледельцах, деятелей науки и культуры, которые своими делами заслужили всеобщее признание и уважение. Более 20 тысяч жителей республики отдали свои голоса в поддержку своих кандидатов. И вот подведены итоги всенародной акции по выбору выдающихся людей нашей республики, отмечающей в эти дни 85-летие со времени образования. Победителями стали Агван Доржиев, общественный деятель, учитель и советник Далай-ламы XIII, инициатор строительства буддийского храма в Санкт-Петербурге, епископ Афанасий Амвросий Феофанович Федотов, Дашидаржи Итигилов, 12-й пандита Хамбалама, Исай Калашников, народный писатель Республики Бурятия, Андрей Урубхеевич Мадакоев, первый секретарь Бурятского обкома партии, Лариса Сахьянова, балерина, народная артистка Советского Союза, Леонид Васильевич Потапов, первый президент Бурятии, Леонид Яковлевич Белых, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода, президент Союза промышленников и предпринимателей Республики Бурятия. Борис Будаев, заслуженный мастер спорта Советского Союза, чемпион Советского Союза, Азии, Европы и мира по вольной борьбе, заслуженный тренер Российской Федерации. Галина Шайдакбаева, солистка Бурятского государственного академического театра оперы и балета, профессор Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств, народная артистка СССР. Для награждения победителей на сцену приглашается первый заместитель председателя правительства Республики Бурятия Иннокентий Матвеевич Егоров. Почетный диплом и медаль «Лучшие люди Бурятии» вручается первому президенту Республики Бурятия Леониду Васильевичу Потапову. На сцену приглашается Леонид Яковлевич Белых, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода. Борис Будаев, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации. Награда вручается народной артистке СССР Галине Шайдакбаевой. Памятный знак и диплом с именами победителей конкурса передается на вечное хранение в Музей истории Бурятии. На сцену приглашается министр культуры Республики Бурятия Юлия Сергеевна Ангаева. Дорогие друзья, уважаемые жители Бурятии и города Улан-Удэ, дорогие наши гости, пусть это вручение вот таких наград станет традиционным в дни празднования Республики Бурятия и города Улан-Удэ. Еще раз давайте поздравим наших лауреатов и пожелаем им добра, чести, счастья и здоровья.